В 2023 году отделами внутренних дел Кыргызской Республики было расследовано 358 случаев финансовых махинаций, из которых 217 случаев передано в суд для дальнейшего рассмотрения, а 98 случаев находятся на стадии оперативных мероприятий. Большинство случаев финансовых махинаций зарегистрировано в городе Бишкек, областях Джалалабад и Иссык-Куль, также частично в областях Чуй, Баткен и Талас. Общее количество пострадавших в результате финансовых махинаций превысило 350 человек. При этом общая сумма ущерба составила 68 миллионов сомов. Кроме того, 40 человек были арестованы по обвинению в финансовых махинациях. При расследовании выяснилось, что некоторые из обманутых инвесторов вложили свои деньги в пирамиду в надежде получить высокие дивиденды. Но вместо этого их средства были использованы для выплаты доходов предыдущим участникам схемы. Классическая финансовая пирамида – это схема обмана, где новые участники оплачивают взносы, чтобы поддерживать выплаты предыдущим участникам. Люди, которые вложили свои деньги, надеясь на новые доходы, становятся жертвами, а пирамида продолжает расти. Выход из финансовой пирамиды невозможен. Будьте осторожны, и если вы заметите, что приближаетесь к вершине пирамиды и собираетесь покинуть ее, немедленно остановитесь, чтобы избежать ущерба. Пирамидальные схемы обычно существуют недолго. Их успех часто зависит от способности манипулировать людьми и использовать психологические и эмоциональные аспекты для привлечения инвесторов. Вот некоторые признаки финансовой пирамиды. Обещание о высоких доходах без значительных рисков. Обещание высоких доходов за короткое время – один из основных признаков финансовой пирамиды. Предложение о том, чтобы привлечь других людей. Если условия звучат как «привлеки других людей и получи прибыль», то обратите внимание на истинные намерения организаторов. Все финансовые пирамиды выживают только за счет привлечения новых участников. При этом выплаты между участниками не осуществляются из реальных активов, и часть участников остается без денег. Предоставление документов. Учредители финансовых пирамид обычно предлагают официальные документы и скрывают информацию о своих документах. Отсутствие документов является серьезным сигналом тревоги. Всякий раз, когда дело доходит до юридической ответственности, следует обратиться к официальным ресурсам Министерства юстиции Кыргызской Республики. Если учредители предлагают свои услуги через коммерческий банк, микрофинансовую организацию или кредитный союз, необходимо проверить их лицензию или регистрацию на сайте Национального банка Кыргызской Республики. Ограничительные условия. Обычно те, кто привлекает финансовую пирамиду, предлагают заключить сделку в надежде на прибыльную инвестицию. Такие условия включают в себя обещание возврата средств при уходе участника, если не удается получить обещанный доход. Поверьте, что возврат денег в соответствии с такими условиями чрезвычайно сомнительный. Не забывайте, что все подобные соглашения обычно служат лишь предпосылкой для возврата потерянных средств. Нажимные ситуации. Активные привлекатели финансовых пирамид убеждают людей, объясняя, что возможность заработать деньги сейчас пропадет. Это еще один сигнал, указывающий на характер финансовых мошенничеств. Не поддавайтесь на соблазн быстрого заработка и всегда проверяйте финансовые схемы на подлинность. Помните, что большие прибыли часто сопровождаются большими рисками. Будьте осторожны с мошенниками. Они поначалу берут оплату, а затем, если вы решите продать или купить дом, продолжают присылать вам рекламные материалы постоянно в социальных сетях, просят вас снова и снова платить взносы в кооперативы на случай, если вам потребуются деньги на покупку дома или земельного участка. К сожалению, количество людей, которые не могут вернуть свои деньги или которые не получили деньги за проданные или покупаемые дома, постоянно растет. Некоторые из них потеряли миллионы сомов, участвуя в таких схемах. Они убеждены, что могут вернуть свои деньги, но они ошибаются. Существует тысячи жертв, которые потеряли свои права на дома или земельные участки, или потеряли деньги из-за мошенничества или недобросовестных практик. Уважаемые граждане, пожалуйста, будьте очень осторожны, когда дело касается покупки недвижимости. Вас могут обмануть, будьте бдительны. Проверяйте, прежде чем вкладывать большие суммы. Не поддавайтесь обману. Всегда будьте бдительны и проверяйте дважды. Инвестирование в биткоин стало популярным, но мы должны быть осторожными.
С появлением новых технологий мошенники постоянно разрабатывают новые способы обмана инвесторов. Несмотря на то, что биткоин представляет собой цифровую валюту с реальным потенциалом для инвестирования, в настоящее время его использование также сопровождается значительными рисками. Если мошенники обманывают вас с биткоином, они могут потратить ваши средства, и вы не сможете ничего сделать, чтобы вернуть их. МВД Кыргызстана рекомендует, как защититься от мошенничества с биткоинами. Не общайтесь с незнакомцами через Facebook, Instagram, Snapchat, Discord, WhatsApp, Telegram, Viber, LinkedIn или другие социальные сети. Не доверяйте свои инвестиции незнакомцам. Это часто приводит к потере суммы, которую вы отправили, веря в обещанное вернуть вам ее с прибылью. Существует много веб-сайтов для онлайн-торговли. Проверяйте отзывы и рекомендации, никогда не сообщайте кому-либо фразы, состоящие из 12 слов или информацию, скрытую в QR-коде. Если вам предложат сделать платеж через финансовые услуги, такие как blockchain.com, bitcoin.com и другие криптовалютные услуги, проверьте надежность отправителя. Будьте осторожны при покупке и продаже криптовалют через онлайн-рынки и платформы. Поскольку мошенники часто используют криптовалюты для обмана, будьте осторожны при контакте с незнакомцами или предложениями о низких процентах на кредит в банках или торговых платформах. Будьте бдительны, уважаемые граждане! Защитите себя от мошенников по телефону. Органы внутренних дел и служба 102 получают уведомления о мошенничестве по телефону, предоставляют соответствующие услуги для выявления и пресечения действий мошенников. Схема действий мошенников по телефону может быть разнообразной. Они могут звонить по номерам жертв, выдаваться за сотрудников правоохранительных органов, службы безопасности, представителей здравоохранения, обещать прибыль от инвестиций и требовать передачи денег через курьеров. В некоторых случаях мошенники могут использовать курьерские службы для пересылки денежных средств между злоумышленниками, таким образом затрудняя выявление их местонахождения. Как вам и вашим близким защитить себя от телефонных мошенников? Если вы не уверены в подлинности звонящего и его намерениях, не сообщайте свои данные и банковские реквизиты. Не открывайте и не загружайте вложения из непроверенных источников, чтобы избежать установок вредоносных программ. Не доверяйте тем, кто требует перевода денег или предоставления личной информации через телефон. Это может быть мошенническим действием. Принимайте только подтвержденные и проверенные предложения и услуги через телефон. Будьте осторожны с мошеннической или финансовой информацией. Если вы получили подозрительный звонок, не отвечайте на него и не предоставляйте дополнительную информацию. Проверьте полученную информацию по другим источникам. Обратитесь к близким и поделитесь с ними своими опасениями и советами. Помогайте и защищайте друг друга. Кроме того, на телеграм-каналах распространяется информация о финансовых пирамидах и других мошеннических схемах. Не забывайте, что ваша бдительность и разум при общении по телефону – ваша лучшая защита от мошенников. В случае получения подобных звонков лучше быть осторожным и самостоятельно проверить информацию, связавшись с близкими и специалистами 102.